Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутске завершился форум общественности Сибири и Дальнего Востока России. Лидеры ВОО «ПИК», «Восточный ветер». Наш гость в студии Артем Демидов, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Совета при президенте России по культуре и искусству. Артем Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какие вопросы обсуждались на форуме общественности Сибири и Дальнего Востока России, лидеры Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «Восточный ветер»? Это очень интересный, любопытный форум. Мы проводим его в третий раз, но впервые на территории Сибири и Дальнего Востока. Смысл этих форумов заключается в том, чтобы собрать наши региональные отделения с разных уголков страны, где-то в одном месте, и рассказать им о том, чем живет организация, какие мы задачи ставим с центрального аппарата, да, и наметить планы на будущее. Вот мы проводили такой форум в Москве, мы для Центральной России проводили в Санкт-Петербурге для Северо-Запада, в Крыму для южных регионов. И вот по приглашению правительства Республики Якутия при поддержке Министерства культуры России мы впервые такой форум проводим для самых дальних наших регионов, для сибирских регионов и Дальнего Востока. Всего 18 региональных отделений нашей организации принимают в нем участие. То есть все приехали в Якутск. Ну, расскажите, чем живет организация? Все приехали в Якутск. Несколько слов про организацию. Да. Живет она, на самом деле, уже 56-й год. Да, это организация с богатой историей. 1966 год, год основания первого учредительного съезда, который состоялся в России. Организацию создавали очень известные деятели культуры. Среди них были и наши знаменитые советские писатели, например, Леонид Леонов, художники, Аркадий Пластов, Павел Корин, Сергей Коненков, даже известный композитор Георгий Свиридов, конечно, Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик, несколько других академиков, даже были космонавты в числе создателей общества. Вот, с 1966 года оно существует и создавалось изначально как такая площадка для привлечения максимального внимания общественности, нас с вами, простых граждан, не профессионалов, к вопросам сохранения, изучения, спасения памятников истории и культуры, объектов культурного наследия. Это исторические территории, это объекты археологии, это древние храмы, усадьбы, городская застройка, все-все-все, что связано, как говорят у нас в сфере, с материальное культурное наследие. А вот какие у вас рычаги есть воздействия, каким образом можете повлиять на то или иное решение по сохранению памятников? Да, хороший вопрос, Сергей. Да. Ранее общество охраны памятников было даже прописано в законе, как согласующая инстанция, но это с поправкой на советское законодательство. В современной России мы общественная организация, независимая общественная организация. И наш самый главный рычаг влияния – это наш авторитет, наша известность в определенных скажем так, кругах, да, и это всегда принципиальная позиция в любых вопросах, касающихся защиты наследия. Поэтому нас слышат. И еще раз скажу, что смысл таких форумов донести эту позицию до наших дальних отделений, с которыми нам из Москвы не всегда просто общаться напрямую, а здесь есть такая вот замечательная возможность собрать всех вместе. Ну, теперь о самом форуме, да, я так понимаю, собрались представители регионов Дальнего Востока, Сибири, да, о чем здесь говорили, какие решения, может быть, приняли? Здесь надо сразу сказать, почему Якутск. Потому что не только потому, что исторически, да, Якутск — это такой центр освоения этих территорий, но и за последние годы Якутск на самом деле является собой хороший пример во всероссийском масштабе. А я очень хорошо знаю страну, вы понимаете, у нас практически во всех регионах есть отделения. Якутск является такой хороший пример сотрудничества между властью и обществом в деле охраны и сохранения наследия. То есть здесь многие-многие вопросы решаются сообща, консолидированно, и это очень важно, особенно в той непростой вообще ситуации, в которой наша страна находится. Да, мы понимаем, очень важно консолидировать общественные силы, государственные силы вокруг решения насущных вопросов. То есть не противостоять друг другу, а наоборот решать вопросы вместе. И Якутск — это очень хороший пример. Здесь реализуются такие программы, как «Сохраним памятники», о котором мы тоже много рассказываем в центре. Здесь совместно с органом охраны мы впервые, как один из первых регионов вообще в стране, внедрили практику общественных инспекторов. То есть это люди, которые не являются чиновниками, но тем не менее присматривают за отдельными памятниками в отдельных регионах и, если что, сообщают компетентные органы. Ну, там экспедиции, ну и много-много другого. Как мне кажется, наши региональные отделения должны
по итогам форума вернуться такими вдохновленными не только историей Якутска, всеми здесь красотами, но и опытом, на самом деле, Якутска, и тем опытом, конечно, Центрального совета, который мы им расскажем. Ну, действительно, Якутск еще плюс старейший город, один из самых старейших городов Дальнего Востока Сибири, поэтому есть какой-то определенный опыт, можно, есть даже на что посмотреть, в принципе. Бесспорно, да? конечно. Ну вот в последние годы появились важные проекты в области сохранения наследия. Вот какие основные? Расскажите о них. Да, несколько буквально приведу вам примеров, таких, я бы сказал, существенных сдвигов. Например, с прошлого года в стране работает проект консервации архитектурных памятников. Если раньше мы всегда сконцентрировались на точечной реставрации отдельных объектов знаковых, и это, безусловно, важно. Но, к сожалению, практики такой массовой консервации объектов, ее вот не хватало. Под консервацией мы имеем в виду, прежде всего, остановить ухудшение объекта дальнейшего. Ну, скажем, это касается тех объектов, которые, они значимые, например, но сегодня средств нет для их реставрации. Например, он стоит, например, если это старый храм, представим, да, он стоит, например, без кровли, намокает, утрачиваются росписи, происходят какие-то деформации. Его важно, у нас это называется законсервировать, вот такое слово, консервация. Кстати, дословный перевод консервации – это сохранение. Ну, чтобы сохранить. Да, чтобы сохранить и чтобы вернуться к этому в будущем. Вот, такая программа была нами инициирована, причем ее поддержал президент Владимир Владимирович Путин, был издан соответствующий указ. Вот мы с Министерством культуры эту программу второй год развиваем. Кстати, Якутия пока еще не представила ни одного объекта для консервации, но я думаю, за этим будущее. Вот. Также очень активно мы развиваем программу «Волонтеры культуры» совместно с Министерством культуры России, в частности, под программу «Волонтеры наследия», «Школа волонтеров наследия». То есть приобщаем людей, причем разных возрастов, вот, к теме сохранения культурного наследия. Ну, вообще, в целом, да, общество охраны памятников истории и культуры, действительно, вы говорите, одно из старейших, с прошлого века, да, вот сколько сейчас человек входит в это общество ваше? Расскажите, пожалуйста, да, по всей России. Да, это такой, знаете, вопрос, ну, не то чтобы он непростой, просто нам есть с чем сравнивать самих себя. Вот, и в 80-е годы в обществе насчитывалось от 10 до 12 миллионов человек. Это была одна из самых больших общественных организаций в стране. Но учет был исключительно региональным, он никогда не был централизованным. Вот, изменилось законодательство, изменились подходы. Мы сейчас не столько ведем учет членов, хотя, конечно, ведем строго, как это требует закон. Мы ведем также учет сторонников, учет волонтеров. И с учетом того, что появляются новые отделения, ну, десятки, наверное, тысяч человек, я так скажу, сегодня, да. Не та цифра, наверное, которые отчитывались там энное количество лет назад, но, тем не менее, это все неравнодушные люди, готовые деятельно защищать, сохранять наше культурное наследие. Как-то привлекаете, может быть, россиян в свое общество, да, каким-то образом? Да, конечно. Или как можно стать членом вашего общества? Да, да, конечно. Вот этим всем как раз занимается региональное отделение. Это вот то, о чем мы рассказываем нашим регионам. Ну, например, кто не знает, например, в Якутске общество охраны памятников расположено в башне Якутского острога, в котором известный музей. Вот, и находится по известному адресу. У него есть председатель замечательный, Васильев Руслан Васильевич. Вот, и двери общества открыты. Пожалуйста, любой человек может прийти, вступить в организацию или стать сторонником, стать волонтером, приносить посильную помощь, ему все расскажут, покажут, объяснят. Вот, вот так это работает. Ну, а вообще вы насколько тесно работаете с якутским отделением, да? Какие-то, может быть, общие проекты у вас уже есть? Да, с якутским отделением работаем достаточно тесно. Вот. Огромное им спасибо, что именно на площадке Якутска мы всех собрали, наш Дальний Восток, потому что, прямо скажем, сложно тут и с часовыми поясами, и все-таки хочется видеть людей глаза в глаза. То есть получается, что Якутск в каком-то смысле даже стал такой координирующей площадкой, потому что еще открою вам такой небольшой секрет. Помимо того, что мы собрали здесь наше региональное отделение, сюда приехали кандидаты в будущее наше региональное отделение, которых еще просто нет. У нас, например, нет отделения в Магадане, нет отделения в Сахалине. И там ряд еще... Они раньше существовали отделения во всех регионах РСФСР, скажем так, да. Вот сейчас мы эти отделения возрождаем. Поэтому одним из результатов форума, я думаю, будет являться учреждение новых отделений. И произошло это, по сути, в Якутске. Так что, видите, Якутск становится такой площадкой для учреждения отделений, вот, например, в Магадане и Сахалине. Вот так интересно. Ну, теперь о программе форума, да, вот что она в себя включает? Да, конечно, это научные доклады.
посвященные различным аспектам, и аспектам, допустим, оформления правового статуса исторических поселений, что супер актуально на сегодняшний день. Вот, допустим, мы в Томске ведем такую работу. Вопросы сохранения не только материального, но и духовного наследия, вопросы работы с археологическими памятниками, противодействию незаконным раскопкам, черным копателям и, естественно, вопросы совершенствования законодательства в объектах культурного наследия. Ну, вот достаточно широким фронтом мы эти вопросы обсуждаем на форуме. И по итогам форума будет резолюция. И, кстати говоря, вот одно из предложений наших, тоже учитывая такой большой прогресс, который происходит в республике в сфере культурного наследия, предложить правительству республиканскому и Министерству культуры очередной большой съезд органов охраны памятников. Это такое мощное федеральное событие, которое проходит раз в год в различных субъектах Российской Федерации, провести в Якутске. В Якутске оно еще никогда не проходило. И если со всей страны все специалисты органов охраны государственных, и в том числе ВАПИКа, конечно, приедут в Якутск, например, в следующем году, это было бы таким очень знаменательным, мне кажется, событием в том деле, которым мы занимаемся. Ну, Якутск — хороший опыт проведения крупных форумов, поэтому я думаю, что все получится. Ну и давайте в завершении поговорим. Вот, на ваш взгляд, чего не хватает сейчас в законодательстве, да, об охране именно как раз-таки памятников культурного наследия? Ну, вообще наше законодательство, оно достаточно такое сбалансированное, достаточно строгое. Я так скажу, даже есть мнение, что одно из самых строгих вообще законодательств в мире. Другой вопрос, что оно, к большому сожалению, не всегда выполняется соответствующим образом. Ну, конечно, предложений есть. Предложений много, но вот я бы назвал сегодня, чтобы не утруждать наших зрителей, два принципиальных, на мой взгляд, важных предложения. Одно заключается в том, чтобы создавать как можно больше условий для того, чтобы частные инвесторы, частные собственники вкладывались в исторические дома, потому что мы никогда не найдем с вами средства государственного бюджета, тем более их есть куда еще потратить, да, на то, чтобы все вот это за счет государства содержать. А частные собственники, они, к сожалению, вынуждены сталкиваться с большим количеством ограничений, с большим количеством сложных процедур, которые они должны пройти. И вот чтобы эти процедуры проходили проще, необходимо предусматривать меры поддержки. Освобождение от налогов, там частично есть, но надо совершенствовать, да, там компенсацию расходов частичную, ну и так далее. То есть вот этот комплекс мер максимально развивать. Это первое. И второе, мне кажется, очень важно предусмотреть как можно больше инструментов взаимодействия с общественными организациями. Потому что, к сожалению, если не привлечь общественность на начальном этапе, то привлечение ее где-нибудь в середине, а тем более в конце какого-то градостроительного решения, например, это просто дороже стоит для всех участников процесса. То есть лучше проводить общественное обсуждение, общественные слушания, научно-методические советы по тем или иным территориям предстоящей застройки, да, по проектам реставрации. Лучше проводить это все накануне в рамках каких-то регламентированных процедур. В противном случае у нас получаются там градостроительные скандалы, ну, наверное, об этом тоже слышали. Вот два предложения. Ну, предложения хорошие, их необходимо обсуждать, конечно же, да, и озвучивать хорошую идею проведения крупного форума в Якутске. Будем надеяться, он состоится. Как раз-таки все эти вопросы можно будет обсудить на большой площадке всей России, да. Артем Геннадьевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Прилетайте в Якутию, будем рады видеть вас у нас в студии. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.